Всем привет! Вы смотрите канал «В поисках фактов». Пистолеты – это самый распространенный вид огнестрельного оружия. Его используют не только военнослужащие и сотрудники специальных служб, но и обычные граждане для самообороны или спортивной стрельбы. Сегодня мы рассмотрим 10 самых лучших пистолетов в мире. Поехали! Пистолет Стечкина, АПС. Этот пистолет был создан в Советском Союзе в конце 40-х годов. АПС использует патрон 9 на 18 мм ПМ. Его автоматика работает по принципу свободного затвора. Этот пистолет весьма популярен в России и других бывших республиках СССР, а вот за границей его обычно критикуют. Особенностью пистолета Стечкина является возможность вести из него автоматический огонь, что несколько необычно для этого вида оружия. Емкость стандартного магазина пистолета составляет 20 патронов. АПС был разработан для сотрудников специальных служб, но его очень быстро сняли с вооружения. Недостатком пистолета был его излишний вес и громоздкость. Он не слишком подходил для скрытного и постоянного ношения, а в качестве боевого оружия АПС был недостаточно мощным. Desert Eagle. Пистолет Desert Eagle «Пустынный орел» считается одним из самых мощных пистолетов в мире. Он был разработан в начале 80-х годов совместной израильско-американской командой под патрон большого калибра до 12,7 мм. Разработчики позиционировали свое детище как охотничье оружие и пистолет для самообороны. Desert Eagle не стоит на вооружении ни одной армии мира, не используют его и в специальных службах, зато его очень любят голливудские режиссеры. Это один из самых узнаваемых пистолетов в мире. Профессионалы не используют Desert Eagle из-за его излишнего веса и громоздкости. Кроме того, пистолет обладает чудовищной отдачей и оглушительным звуком выстрела. Также следует отметить, что это оружие не слишком надежно, использует очень дорогие патроны и чувствительно к загрязнениям. Вальтер ПП ППК. Один из самых известных и удачных пистолетов, подтверждением чему служит большое количество копий и клонов этого оружия. Вальтер ПП стал одним из первых массовых пистолетов, на котором был применен УСМ двойного действия. Он был разработан в 1929 году как полицейский пистолет. Однако позже Вальтер ПП широко использовался в качестве личного оружия танкистов, летчиков и моряков. Наиболее массово выпускались пистолеты под патрон 7,65 на 17 мм, 9 на 17 мм и 22 LR 5,6 мм кольцевого воспламенения. В 60-х годах прошлого века серийное производство этого пистолета было возобновлено и продолжается по сей день. Кроме того, пистолет выпускается по лицензии и в США. Всего было выпущено более миллиона экземпляров этого оружия. FN57. Этот пистолет, созданный бельгийскими оружейниками в конце 90-х годов, как дополнение к пистолету-пулемету P90. Это во многом определяет характеристики данного оружия. Главное, что он использует тот же самый уникальный патрон 5,7 на 28 мм с остроконечной пулей, который справляется с большинством существующих сегодня бронежилетов. Пистолет FN57 весьма популярен среди бойцов специальных подразделений. Он очень востребован в США, а в последние годы это оружие пользуется все большим спросом на гражданском рынке. ТТ. Это легендарное оружие, первый советский пистолет, разработанный оружейным конструктором Токаревым в начале 30-х годов. Пистолет ТТ прошел вместе с Красной армией всю Великую Отечественную войну. Использовался во всех конфликтах послевоенного периода, популярен он в России и сегодня. Это простое и надежное оружие, которое использует мощный патрон 7,62 на 25 мм ТТ. Далеко не каждый бронежилет способен устоять перед ним. ТТ имеет сравнительно небольшие размеры, он удобен для скрытного ношения, хотя есть нарекания на эргономику пистолета. CZ7585. Это одно из самых удачных творений чешских оружейников. Пистолет был создан еще в 80-е годы прошлого века под патрон 9 на 19 мм. Удобство, надежность и простота конструкции принесла этому оружию большую популярность на Западе. У CZ7585 отличная прицельная дальность стрельбы. Пуля пистолета имеет хорошую пробивную способность и достаточно останавливающее действие. По количеству проданных экземпляров CZ7585 не слишком уступает кольтам. Heckler & Koch USP. Этот пистолет изготовлен знаменитой немецкой компанией Heckler & Koch в начале 90-х. В 1993 году он был принят на вооружение Бундесвера. Имеет большое количество модификаций. В настоящий момент USP выпускается под патроны 40 SNW, 9 на 19 мм Parabellum и 45 ACP. Пистолет Heckler & Koch USP считается одной из наиболее удачных разработок для бойцов специальных и полицейских подразделений. Он очень надежен, неприхотлив, отличается хорошей точностью стрельбы.
Пистолет можно использовать в любых условиях. Он не боится ни жары, ни холода. Мало чувствителен к грязи и падениям. Беретта 92. Один из самых лучших пистолетов в мире, созданный старейшей европейской компанией по производству оружия. Пистолет был принят на вооружение в 1980 году. Использует патрон 9 на 19 мм. О качестве этого оружия говорит тот факт, что в 1985 году модификация этого пистолета Beretta 92F принята в качестве стандартного оружия в вооруженных силах США. Существует большое количество модификаций этого пистолета. Он очень узнаваем и популярен на гражданском рынке. К достоинствам пистолета Beretta 92 можно отнести его отличную эргономику, хороший баланс, который обеспечивает высокую точность, и кучность стрельбы. Расположение предохранителя позволяет стрелять как правой, так и левой рукой. Пуля имеет достаточное пробивное и останавливающее действие. Colt M1911. Это легендарный пистолет, созданный гениальным оружейником Джоном Браунингом еще до начала Первой мировой войны и находящийся на вооружении армии США и сегодня. Этот пистолет пережил всего лишь одну заметную модернизацию в 1926 году. На основе Colt M1911 создано большое количество моделей и модификаций. Colt M1911 использует патрон 45 ACP 11,43 на 23 мм. Его автоматика работает за счет отдачи при коротком ходе ствола. Пистолет имеет УСМ одинарного действия, что часто называют одним из главных его недостатков. Иногда к ним также причисляют большой вес и габариты Colt M1911. Однако, несмотря на некоторые недостатки, Colt M1911 – это самый известный и заслуженный пистолет прошлого столетия. Glock 17. Пистолет Glock 17 стал настоящей вехой в развитии короткоствольного огнестрельного оружия. Glock 17 использует патроны 9 на 19 мм парабеллум. Автоматика его работает на принципе отдачи ствола с коротким ходом. Пистолет имеет отличную кучность и точность стрельбы. Он очень удобен и легко разбирается. Характерной особенностью этого пистолета является то, что он вовсе не имеет предохранителя. Поэтому время приведения его в боевое положение минимально. Из Glock 17 можно даже стрелять под водой, и его ствол не разорвет и не раздует. Правда, для этого нужно использовать особый ударник. В конструкции пистолета активно используется ударопрочный термостойкий пластик – полиамид, что делает Glock 17 очень прочным и легким. Также благодаря этому пистолет очень устойчив к коррозии, однако при длительной интенсивной эксплуатации пластик неизбежно дает микротрещины. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски.